Как глобальные экологические тенденции влияют на развитие автомобильной промышленности? Экологическая повестка сейчас это уже не тренд, да, это долгоиграющая тенденция, это новые реалии для бизнеса, для государства, для общества, ну, в принципе, для каждого из нас. Как Алюр трансформирует свою деятельность, в частности, вот касательно всех этих последних экологических трендов? Особое внимание уделяем контролю выбросов на каждом этапе производства. Какие инновации, возможно, вводятся по социальному и управленческим аспектам? В части парниковых газов наше предприятие зафиксировало выбросы, если не ошибаюсь, 7200 тонн а, СО2 эквивалента. Если немного более подробно по повестке социального развития, да, то есть вашего вклада в социальное развитие и каких-то, возможно, управленческих аспектов. Давайте заострим на этом внимание, потому что, наверное, именно в этом мы сейчас чемпионы в Казахстане. В чем преимущество гибридных автомобилей, электроавтомобилей перед стандартными бензиновыми автомобилями? Международное энергетическое агентство, да, заявляет, что на 60-70% меньше локальных выбросов производит электромобиль. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы записываем очередной подкаст Green Talks в рамках выставки RES 2026 Expo. Тема нашей дискуссии — это энергетический переход и развитие мобильности в Центральноазиатском регионе. И сегодня в нашей студии гость Альтаир Берлег, директор департамента развития и инноваций компании «Алюр». Компания «Алюр» является спонсором, золотым спонсором выставки RES 2026 Экспо. Здравствуйте, Альтаир. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Анель. Спасибо большое за организацию RES 2026 Экспо. Спасибо, что пригласили. Хотелось бы начать с вопроса по экологическим трендам. На сегодняшний день экологическая повестка становится новой реальностью для бизнеса и особенности для промышленности и сферы автопроизводителей. Скажите, хотелось бы спросить, как глобальные экологические тенденции влияют на развитие автомобильной промышленности? Спасибо, Анель, за вопрос. Ну, вы правильно подметили, что экологическая повестка сейчас это уже не тренд, да, это долгоиграющая тенденция, это новые реалии для бизнеса, для государства, для общества, ну, в принципе, для каждого из нас. Вот. Ну и в особенности, конечно же, промышленность. В нашем случае, в частности, это автопром. Вот, так как сейчас он переживает глобальную трансформацию в мире. Вот, поэтому мы, как компания «Алюр», на правах партнера выставляем новый бренд в нашем портфеле. Это бренд Geely Galaxy, вот, с электрической линейкой и гибридной линейкой автомобилей. Для нас участие на RES 2026 Expo это не просто возможность заявить о своих достижениях, да, но также и участие в глобальном диалоге, да, то есть с экспертами экологическими, и также поучаствовать в формировании рынка новой энергетики Казахстана. Как Алюр трансформирует свою деятельность, в частности, вот касательно всех этих последних экологических трендов? А, Ну, знаете, Анель, мы особое внимание уделяем, так как мы производственная компания, особое внимание уделяем контролю выбросов на каждом этапе производства, да, в первую очередь. Вот. У нас внедрена система утилизации, переработки производственных отходов. Туда попадают все, в принципе, основные категории. Это масла, антифриз, отработанные шины, вож и другие промышленные отходы. Вот. Также, ну, как я уже говорил, мы первая производственная автомобильная площадка в Казахстане, кто начал выпуск гибридных автомобилей. Вот. И на RES 2026 Expo будет заявлена модель EX5 EMI от Geely Galaxy. Вот. Первый гибрид
производимы в Казахстане. По данным ВОЗа, транспортные средства, они являются одним из таких ключевых загрязнителей Мгм. воздуха, особенно в мегаполисах. А, Это напрямую влияет на миллионы и миллиарды, в принципе, жизней людей, здоровья. Вот. И Алюр, на самом деле, в этой части мы не просто какой-то сторонний наблюдатель, да, мы драйверы этих изменений. У нас достаточно широкая линейка электромобилей. Вот. Сейчас появились и гибриды, которые на самом деле являются более популярной такой альтернативой среди казахстанцев за счет своей практичности. Это расширенный запас хода. Вот. У нас в Казахстане расстояния не маленькие, поэтому гибриды, они сейчас на самом деле набирают популярность даже быстрее, чем электромобили. Хотелось бы также услышать, какие инновации, возможно, вводятся по социальному и управленческим аспектам. Да, спасибо за вопрос. На самом деле ESG-повестка — это она усиляется, да. Так немножко отойду, на более глобальный уровень, да. На самом деле, сейчас повестка устойчивого развития, которую мы, как Казахстан, на уровне государства, приняли курс на, углеродную нейтральность к 60 году, да. И, в принципе, мы, как Казахстан, заявляем себя в лидерских позициях по развитию именно устойчивого развития, да. Ам, а, мы одна из немногих стран в Центральной Азии, у кого есть экологический кодекс, да, предпринимательский кодекс, социальный кодекс. То есть это вот три кита, на которых на самом деле стоит а, м, э, повестка ЦУРов, да, цели устойчивого развития. И, конечно же, принятая нашим правительством такая повестка, она спускается и на бизнес, да, в роли ESG. Вот. Мы, как производственная компания, соответствуем, вот, стараемся все лучше влиять не только на социальную, но и на экологическую составляющую. Любое, как вы знаете, производственное предприятие, оно имеет такую экологическую нагрузку на окружающую среду. Вот. В этой части, конечно, мы уделяем особое внимание этому, да, и а, поэтапно вводим все новые технологии, практики для уменьшения этого нашего следа. Вот. Подведу так итог за 25 год. За 25 год ам, в части парниковых газов наше предприятие зафиксировало выбросы в размере 7, если не ошибаюсь, 7200 тонн СО2 эквивалента. А, И, в принципе, для такого крупного предприятия с объемом производства в 100 тысяч автомобилей это на самом деле очень-очень низкие показатели. Вот, ну, на этом не останавливаемся, развиваемся и дальше. Очень радует такая положительная динамика экологической повестки. А если немного более подробно по повестке социального развития, да, то есть вашего вклада в социальное развитие и каких-то, возможно, управленческих аспектов именно компании «Алюр». Для нас особое внимание играет роль подготовки инженерных кадров. Да, наверное, давайте заострим на этом внимание, потому что, наверное, именно в этом мы сейчас чемпионы в Казахстане. Э, Вот наш корпоративный университет Алюр University, вот, уже многие года является таким, такой кузницей кадров, именно инженеров в части автомобилестроения. Вот. м, За свое существование Алюр Университет выпустил более 4000 инженеров автомобилестроения. Да. Также партнерство с машиностроительными вузами обеспечивает нас и кадрами,
около 2000, если не ошибаюсь, инженеров прошли именно обучение по мелкоузловой, CKD, производству. Вот, и, около 400 с студентов у нас прошли оплачиваемую практику. Вот, и это все на самом деле не просто как бы, м, скажем, э, в рамках направления устойчивого развития, но и часть нашей вообще бизнес-стратегии. У нас, в Казахстане автопром развивается семимильными шагами. Вот, инженеров, специалистов у нас не хватает, поэтому вот наш президент, в частности, да, очень большой упор ставит именно на подготовку инженерных кадров, потому что, ну, мы сейчас упираемся на самом деле в людей, да. Поэтому Алюр университет играет ключевую роль в формировании вот будущего и нашей компании, а также и индустрии в целом. То есть мы можем утверждать, что это тот самый уникальный кейс Triple Helix интеграции образования, науки и бизнеса. Я имею в виду именно этот университет, корпоративный университет, Да, Allure компания. спасибо большое, что подметили. Вот именно так, потому что мы действительно стараемся создать такой трехсторонний диалог, да, между, как вы сказали, наукой, образованием и бизнесом, и на самом деле формировать эту повестку от непосредственно практичной стратегии бизнеса. Да, и уже распространять это как на образовательные учреждения, так и на диалог с министерствами, за это ответственными, да, в частности, Министерство просвещения. Подскажите, а сейчас идет тренд на такой, если мы снова вернемся к экологической повестке, тренд на развитие экологического автотранспорта. Мгм. То есть это гибридные авто, это электромобили. Можно немного подробнее? В чем преимущество гибридных автомобилей, электроавтомобилей перед стандартными бензиновыми автомобилями? Ну, давайте начнем с электромобилей. И давайте я скажу, что, в частности, вот представленные нами на RES 2026 Expo модели марки Geely Galaxy, это электрический кроссовер EX5, да. А, Вообще электромобили, по исследованиям, если не ошибаюсь, это Международное энергетическое агентство, да, заявляет, что на 60-70% меньше а, локальных выбросов производит электромобиль. Да. И мы говорим это о полном цикле автомобиля, то есть уже вместе с производством батареи. Вот. То, что касается гибридных автомобилей, то сейчас на самом деле это такая более практичная альтернатива электромобилю. А, Сейчас, ну, мы смотрим на это как на технологию, которая как бы обеспечивает переходную стадию, да, в полную электрификацию, так как гибридные автомобили, они, да, у них есть, ну, обычно небольшой двигатель ДВС, 1, 1,5, 1,6 литров. Вот. Сейчас очень сильно популяризируется именно технология экстеншна. Это когда ДВС-двигатель, он подключается к электромотору, не к колесам, да, то есть не питает не колеса, а именно подзаряжает электродвигатель. Вот. За счет этого автомобили имеют на 20-30% меньше выбросов, не выбросов, расход топлива. Вот. Но и запас хода увеличивается до 1000 километров как минимум, да. Вот. Модель, которую мы представляем на региональном саммите, на выставке при региональном саммите, EX5 EMI, она имеет запас хода 1000 километров, вот, за счет как раз-таки гибридной установки. А, как вы видите,
Насколько рынок Казахстана, именно рассматривая локальный, да, рынок Казахстана, нашей страны, насколько он готов, к использованию, к эксплуатации уже гибридных автомобилей, электроавтомобилей? Ну, гибридные автомобили — это уже новая реальность. Мы видим повышенный спрос именно на автомобили с гибридной установкой за счет как раз-таки увеличенного запаса хода, плюс возможности там, заправляться на заправках, да, и при этом передвигаться. Ам, С электромобилями немножко сложнее, да, потому что на самом деле для полной электрификации, да, или там масштабной ам, адаптации этой технологии нужна инфраструктура. Вот. Нужна инфраструктура, плюс, ну, наверное, все-таки технологии сейчас батареи, они пока не позволяют иметь вот этот практичный запас хода, да, поэтому как раз-таки гибриды сейчас и пользуются более такой, большей популярностью среди казахстанцев. А если рассматривать такую масштабность, да, более масштабные проекты, вот для Казахстана насколько масштабным это является запуск гибридных авто? Это очень масштабно. На самом деле это как раз-таки, наверное, наша ключевая роль, да, в повестке, экологической повестке страны. Вот мы потихонечку формируем новый формат мобильности, да, более экологичный, более технологичный, ам, более доступный, да, и формирующий как бы ам, новый опыт вождения. Если рассматривать, внутреннюю корпоративную культуру, какие особенности, можно представить компании «Алюр»? А, Ну, я скажу так. м, Приверженность к устойчивому развитию, она начинается на самом деле с корпоративной культуры как раз-таки. А, Потому что любой бизнес — это люди, да. Вот, в частности говоря про «Алюр», я проговорил уже про то, что у нас есть процессы, технологии, да, по контролю выбросов, но очень важную часть имеет именно корпоративная культура, да, и именно инициативы самих сотрудников, да. У нас в разных городах, на самом деле, есть инициативы, которые были рождены от как раз-таки от сотрудников, да. Это касается сортировки мусора, да, в офисах, передачи там в целевые организации, кто занимается переработкой. Это субботники, это высаживание деревьев и так далее. Да. Это на самом деле эти те инициативы, которые рождаются уже в сформированной такой экологической и экологичной культуре компании. Согласны ли вы, что эти инициативы являются, а, продолжение этих инициатив являются уже развитие, более и вклад в социальное развитие не только вашей компании, но и общества, и уже страны в целом? То есть все А, начинается с, единичного кейса, как ваша компания «Алюр», и развивается дальше уже на уровне общества Да, и страны. на самом деле цели устойчивого развития, они идут сверху вниз, да, но именно достижение этих целей, да, оно формируется именно снизу вверх, то есть от культуры каждого сотрудника, да, от его взгляда на эти вещи, и формируется и общая картина вклада бизнеса, общества, а дальше и государства в мировую повестку экологическую. В завершение нашего подкаста хотелось бы провести блиц, небольшой блиц. Постарайтесь долго не думать, отвечать на этот вопрос. По вашему мнению, электромобили или гибрид будут более развиты в Казахстане в ближайшее время? Я думаю, пока будет гибрид все-таки. Ждем развития технологий электромобилей. Ага. Один миф об электромобилях, который стоило бы развеять. Что они имеют нулевые выбросы, ну, на всем жизненном цикле, нулевые выбросы в экологию. Мгм. Основной барьер в Казахстане для развития экологического транспорта. Инфраструктура, Мгм. ESG — это больше про ценности или про тренд? про ценности, Один риск для автопрома, на ваше мнение, в ближайшие 5 лет. кадры, Мгм. И будущей мобильности — это автономные электрические, подключенные к инфраструктуре автомобиля. Мгм.
Спасибо, Альтаир. Спасибо за ваше мнение, за то, что вы поделились такой ценной информацией для наших зрителей, за ваше участие и спонсорство выставки РЭС 2026 Экспо. Напомним, что выставка РЭС 2026 Экспо будет проходить в Астане. Будем рады всех видеть, будем рады участию.